Добрый вечер. Время вечерних новостей. В студии работает Айсло Мурзакова. Президент Садыр Джапаров прокомментировал уход экс-председателя Кабинета министров Акылбека Джапарова, подчеркнув, что Кыргызстан движется к развитию и наблюдаются позитивные изменения во внутренней и внешней политике. Он отметил важность решения вопросов государственной границы и укрепления отношений с соседними странами. Президент также отметил, что уход Акылбека Джапарова не следует политизировать. По его словам, в налоговой сфере сложилась отрицательная ситуация, и расследование в связи с акцизными марками привело к необходимости его отставки, чтобы исключить конфликт интересов. Напомним, 16 декабря Акылбек Джапаров ушел в отставку с поста председателя Кабинета министров. В стране наблюдаются значительные изменения. Успешно решен вопрос госграниц. Укрепляются отношения с соседями и мировыми державами, такими как Россия, Китай, Корея, Япония и страны Европы. Позитивные перемены в экономике и запуск новых социальных объектов радуют народ. Большая заслуга в этом принадлежит правительству, парламенту и экс-главе Кабинета министров Акылбеку Джапарову. Однако, нарушения в налоговой сфере, включая ситуацию с акцизными марками, потребовали его отстранения. Это решение продиктовано необходимостью обеспечить объективное расследование и устранить конфликт интересов. Президент Садыр Джапаров подписал указ, согласно которому назначены следующие изменения в составе Кабинета министров. Касмалиев Адылбек Алешевич назначен председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента. При этом он освобожден от ранее возложенных обязанностей. Амангельдиев Данияр Джулдошевич назначен первым заместителем председателя Кабинета министров, также освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей. Сыдыков Бакыт Тулумушевич назначен министром экономики и коммерции. Мен Касмалиев Адылбек Алешевич, Кыргыз Республикасының министрлер кабинетінің төрағасы, Кыргыз Республикасының президентінің администрациясының жетекшісінің қызметіне кірісіп жатып, Кыргыз Республикасының конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. ГУВД Чуйской области совместно с местными властями расширяет проект «Безопасный регион» в рамках поручения президента и МВД по цифровизации. На сегодняшний день в области установлено более 6500 видеокамер. В селе Новониколаев Каджаирского района монтируется еще 18 камер. Проект направлен на профилактику преступлений, повышение безопасности и удобства для граждан. С августа в области действует ситуационный центр. Он круглосуточно контролирует видеокамеры, принимает обращения граждан через линию 102, передает информацию в дежурные части и отслеживает служебные автомобили по GPS. Центр также распознает лица подозреваемых в режиме реального времени. К центру подключены 86 камер, из них 20 с функцией распознавания лиц. Линия 102 оснащена 5 телефонами, что повышает оперативность реагирования. ГУВД Чуйской области продолжает активно внедрять цифровые технологии для укрепления правопорядка и обеспечения безопасности жителей региона. По факту коррупции задержаны военные комиссары. Накануне военной прокуратуры совместно с ГКНБ по факту коррупции задержаны военные комиссары Ленинского района города Бишкек и Аламедынского района Чуйской области. По версии следствия, военкомы организовали систематические незаконные поборы денежных средств от призывников и их законных представителей с целью уклонения от прохождения срочной службы, а также поборы для включения в списки лиц на прохождение сборов мобилизационного резерва. Задержанные водворены в гауптвахты Бишкекского гарнизона. Расследование проводится Следственным управлением военной прокуратуры. В связи с произошедшим разбойным нападением, имевшим место 11 декабря текущего года в городе Бишкек по улице Чукморова, следственная служба УВД Свердловского района города Бишкек продолжает расследование. На данный момент личности подозреваемых установлены. По данным ГУВД столицы, преступление было совершено группой неизвестных лиц, которые, применив нож, открыто завладели рюкзаком с деньгами. В результате инцидента были похищены денежные средства в сумме более 31 миллиона сомов.
В ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции установлены все 4 лица, причастные к данному разбойному нападению, сведения о которых в интересах тайны следствия не подлежат разглашению. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание преступников. На горных перевальных участках страны организовано круглосуточное дежурство с привлечением техники для расчистки трасс от снега и подсыпки противогололедными материалами. Об этом сообщается в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникации Кыргызстана. По данным ведомства, проезд по всем существующим направлениям автотранспорта на перевалах страны обеспечен. Государственное предприятие «Кыргыз-Автожол-Юг» и «Кыргыз-Автожол-Север» продолжает работать по очистке дорог от снега и подсыпки противоскользящими инертными материалами. Круглосуточное дежурство организовано на сложных горных перевальных участках. В этом году на территории страны зарегистрировано 725 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Из них 1926 детей получили травмы, а 90 погибли. Несмотря на эти трагические цифры, показатели снизились почти на 8% по сравнению с прошлым годом. Это стало возможным благодаря профилактическим мероприятиям, которые активно реализуются сотрудниками ГУОБДД. Подробнее о работе по обеспечению безопасности дорожного движения в Чуйской области в следующем материале. 7:30 утра. Сотрудники УОБДД Чуйской области стоят у пешеходных переходов, помогая школьникам безопасно добраться до школы. Они ежедневно следят за безопасностью учащихся вблизи школ. У каждого учебного заведения есть закрепленные сотрудники, которые дежурят в утренние часы и помогают детям переходить дороги в местах с интенсивным движением. В Чуйской области функционирует 317 школ, за безопасностью которых следят 228 сотрудников УОБДД по ГУВД Чуйской области. Они не только контролируют порядок на дорогах, но и проводят разъяснительные мероприятия, обучая детей правильному поведению вблизи дорог и на пешеходных переходах. В настоящее время для обеспечения безопасности дорожного движения возле 25 школ, расположенных вдоль оживленных дорог, ведется активная работа. Сотрудники Управления обеспечения безопасности дорожного движения Чуйской области с понедельника по пятницу в утренние часы дежурят возле школ. Основная цель – помочь детям безопасно перейти дорогу и обеспечить их безопасность до входа в учебное заведение. После того, как дети благополучно переходят дорогу, сотрудники продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Эти меры реализуются в рамках указаний Министерства внутренних дел для снижения рисков и повышения уровня безопасности на дорогах. Средняя школа номер 1 в селе Новопокровка расположена рядом с оживленной трассой. Поток автомобилей здесь очень большой, что создает повышенные риски для детей. Именно поэтому сотрудники управления по обеспечению безопасности дорожного движения уделяют особое внимание безопасности школьников в таких местах. Зайдя в школу, инспекторы посещают каждый класс и проводят разъяснительные беседы. Например, сегодня они заходят в 1 класс, завтра во 2, затем в 3 и так далее. Каждый инспектор, будь то старший или младший, рассказывает детям о правилах дорожного движения. Это крайне важно, чтобы каждый ребенок знал, как правильно переходить дорогу и таким образом снизить риск детского травматизма. Благодаря профилактическим мероприятиям школьники становятся более внимательными на дороге и проявляют интерес к изучению правил дорожного движения. Теперь дети лучше знают, как правильно переходить дорогу и избегать опасных ситуаций. Самое главное правило то, что перед тем, как переходить дорогу, нужно подождать, пока загорится зеленый свет для пешехода. Когда загорелся зеленый свет, нужно посмотреть налево и направо, и потом уже переходить, если нет машин. Кызыл күйгөндө токтоп туруш керек. Анда кызыл күйгөндө баса албойт, машина сүзүп кетет.
машина сүзсө анда машина авария болуп баардык машиналер сүзүп кетет. Когда ты переходишь дорогу, надо подождать красный свет для водителей. А если ты водитель, то тебе надо остановиться, когда горит красный свет для тебя. Пешеходдордон когда машина райва азайса, ошондо адамдар өтүш керек. Когда ездит машина, нужно остановиться, пока она не проедет. Если горит зеленый цвет, то нужно переходить дорогу, а машинам остановиться. Машинага отурганда ременьди тагыш керек. Учителя и родители отмечают, что такие мероприятия играют важную роль в воспитании ответственности у детей. Они уверены, что регулярная работа сотрудников управления по обеспечению безопасности дорожного движения помогает снизить вероятность несчастных случаев. В связи с тем, что наша школа находится у трассы, и, как вы видели, трасса очень оживленная, и нам очень нужна помощь сотрудников ГАИ, что они и делают. Постоянно они контролируют дорожное движение на трассе. Также проводят районные мероприятия, школьные мероприятия, где наши ученики принимают участие на этих мероприятиях. Помимо этого, классный руководитель тоже проводит беседы, классные часы. И наши ребята знают правила дорожного движения. По сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием детей сократилось на 8%. В этом большую роль сыграла работа сотрудников ГУОБДД. Ежедневно они проводят профилактические мероприятия, следят за безопасностью школьников у дорог и обучают их правилам дорожного движения. Такая работа помогает не только снизить риск аварии, но и формирует у детей навыки безопасного поведения. Айслоу Мурзакова, Самаган Тайрбеков, УТРК Чуй, Сакатинский район. В Бишкекском государственном университете отметили Всемирный день арабского языка. Главным гостем мероприятия стал заместитель посла Саудовской Аравии в Кыргызстане. В программе выставка арабской культуры и яркий концерт. Подробности у нашего корреспондента. В Бишкекском государственном университете имени Кусейна Карасаева отметили Всемирный день арабского языка. Мероприятие началось с выставки арабской культуры, где были представлены книги, каллиграфия и традиционные костюмы. Торжественная часть началась с видеоролика, который погрузил участников в атмосферу арабского мира, демонстрируя его культурное разнообразие. Ректор университета Абдылда Мусаев подчеркнул важность арабского языка как одного из 6 официальных языков ООН. В своей речи он отметил, что арабский язык является не только инструментом дипломатии, но и ключом к изучению богатейшей истории, культуры и духовного наследия. Ректор также подчеркнул, что университет гордится подготовкой специалистов по восточным языкам, включая арабский. Арабский язык, он очень богатый, очень глубокий язык. На этом языке сегодня разговаривают и пишут около 400 миллионов людей. И арабский язык, на арабском языке особенно в средние века создавались гениальные труды, научные труды, художественные. И это мероприятие сегодня проводится при поддержке посольства Королевства Саудовской Аравии и нашего университета. И главная цель – это укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами. Заместитель чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовской Аравии в Кыргызстане Саад Аль-Дуваян отметил значимость изучения арабского языка за пределами арабского региона. Он подчеркнул, что такие инициативы способствуют укреплению культурных и образовательных связей между странами. المملكة العربية السعودية في بشكيك دائما تنظم العديد من الفعاليات على مدار العام. Такие мероприятия играют ключевую роль в укреплении культурных и образовательных связей между нашими странами. Мы гордимся тем, что арабский язык изучается в Кыргызстане, и рады видеть интерес, который он вызывает у студентов. Это не только способствует лучшему взаимопониманию, но и помогает нам выстраивать прочные связи в различных сферах. معارض الصور، دعم الجامعات وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
На мероприятии была отмечена ключевая роль факультета востоковедения и международных отношений БГУ, где преподаются арабский, японский, корейский, турецкий и персидский языки. Миссия факультета заключается в подготовке специалистов в области востоковедения, истории, культуры, экономики, международных отношений и межкультурной коммуникации восточных стран. Завершением праздника стала яркая концертная программа. Группы танцоров исполнили танцы, студенты прочли стихи и исполнили вокальные номера. Участники мероприятия отметили, что такие события мотивируют к изучению языка и культуры. Я учусь на факультете востоковедения и изучаю арабский язык. Для меня это не просто изучение языка, но и возможность прикоснуться к богатой культуре арабского мира, его истории и литературе. Арабский язык открывает множество перспектив, от работы в дипломатии до участия в международных проектах. Я горжусь, что могу изучать язык, который объединяет миллионы людей и является одним из ключевых для мировой науки и культуры. Всемирный день арабского языка в БГУ стал площадкой для укрепления культурных связей и диалога, напомнив, что язык – это мост, соединяющий народы и поколения. Сымбат Алмазова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чуй. Сегодня отмечается Международный день мигрантов. Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкулулу сообщил, что на сегодняшний день около 650 тысяч граждан Кыргызстана находятся за границей, большинство из которых работает в России. Однако из-за последних событий количество мигрантов в России снижается. По его словам, Центр по трудоустройству граждан помогает соотечественникам работать в 20-80 странах. С начала года за границу выехали более 17 тысяч человек. Недавно подписано соглашение с Италией, в рамках которого до конца года на работу отправятся 35 человек. Духовное управление мусульман Кыргызстана вручило 40 служебных автомобилей районным имамам-хатибам. В рамках мероприятия, прошедшего сегодня, было передано 20 машин. Цель инициативы – облегчение работы религиозных деятелей и повышение качества их обслуживания для населения. Служебные автомобили помогут имамам-хатибам более оперативно выполнять свои обязанности. Главный муфтий страны Абдулазиз Закиров отметил, что это событие повысит эффективность работы религиозных деятелей и укрепит их роль в обществе. Государство впервые уделяет нам столь пристальное внимание. Сегодня нам передали новые автомобили, что повышает нашу ответственность перед народом. Мы намерены работать днем и ночью на благо общества, уделяя особое внимание религиозной сфере. Общественная организация Союз охраны природы Германии и ее филиал в Кыргызской республике объявили конкурс на тему охраны дикой природы в Кыргызстане. Сегодня были подведены итоги конкурса, победителям вручили ценные призы и награды. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. Немецкая организация «Союз охраны природы» в Германии начала свою деятельность в Кыргызстане в 2010 году, направив свои усилия на защиту исчезающих видов животных и устойчивое развитие регионов. Сначала мы начали с охраны белого аиста, а затем постепенно стали защищать другие виды птиц. В Кыргызстане действует эта программа, и мы перешли к охране редкого снежного барса, обитающего в горных районах страны. На этом мы не остановились и направили свои усилия на защиту среды обитания барса и природных компонентов в целом. Одна из последних инициатив организации – конкурс на тему охраны дикой природы в Кыргызстане, который был объявлен месяц назад. Сегодня были подведены итоги, а победителям вручили дипломы и ценные призы. В конкурсе
конкурсе участвовали журналисты, репортеры, пресс-служб и информационных агентств, радиоведущие и телеведущие, а также блогеры и авторы, освещающие экологические вопросы. Среди победителей корреспондент национального Первого канала, Первого радио Назира Молдалиева, которая заняла одно из первых мест и была награждена ценным призом. В целом, тема климата, экологии и охраны природы является одной из самых актуальных в мире. В связи с этим наша обязанность и ответственность отражать эти темы в наших повседневных мероприятиях. В том числе Союз охраны природы Германии объявил конкурс, в котором мы приняли участие и получили награду. Цель конкурса, который был объявлен месяц назад, заключалась в повышении осведомленности населения о проблемах охраны дикой природы, сохранении редких и исчезающих видов животных и распространении знаний о мерах по защите окружающей среды. Этот конкурс был у нас объявлен с 10 ноября по 10 декабря. И очень отрадно, что в этом конкурсе приняли участие более 20 работ наших журналистов, блогеров и авторов. Но самое примечательное, то, что мы хотели бы отметить, это то, что свои работы отправили именно журналисты с регионов, которые работают на местах, да, вот на полях. Потому что наша основная работа ориентирована в первую очередь на отдаленные аилы, на отдаленные регионы. Каждый журналист, участвовавший в конкурсе, был награжден сертификатами и ценными призами. Айкен Маратбекова, Данияр Телебылдиев, УТРК Чуй. На этом у меня все. И эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте УТРК Чуй, а также в социальных сетях Instagram, Facebook УТРК Чуй. С вами была Ислам Мурзакова. Ну а далее прогноз погоды на завтра.